как дети воспринимают, никогда им говоришь, нельзя курить и куришь, а надо идти тренироваться, ты не тренируешься. Ребенок не будет воспринимать это. Отец у меня не курил, тренировался. И я хотел повторять. Он говорит, я вижу страх в твоих глазах. Так и сказал, да? Вижу страх. Да. А что ты ответил? А я сказал, мне кажется, ты боишься. Кто меня боится, не боится, мне без разницы. Я ухожу выиграть в бой. Ну, меня не устраивает контракт по сумме. Ну, как работодатели, как бизнесмены, зачем им платить больше, когда я дерусь за эти деньги? А вы все чеченцы не дерутся? Вообще? Нет. А сейчас у нас, нам мало все это, нам нужен пояс Казахстана и UFC. Тогда да, тогда он будет звездой. А пока он будет даже просто боится, он просто боится. Что мне нравится в Казахстане, если у тебя бой, они все бросают все дела и идут к тебе помогать. Я сразу могу тебе контракт предложить. Ассаламу алейкум, достар! Сегодня в нашей студии первый номер одной из мировых лиг, лиги ACA. Лучший легковес Казахстана Артем Резников. Нередко бывает. И после первого встал Мурза и сейчас опасную дистанцию. На месте. Со стороны Раисова. Кого? Здорово! На максимальном уровне активизироваться. Близок сейчас к тому, чтобы закончить. Артем Резников! Всех приветствую. Артем, приветствую тебя в нашей студии. Очень рад тебя видеть. Спасибо, в хорошей форме. Я думаю, куда-то сегодня мы раскроем твои планы, какие-то перспективы. Ну, я так смотрю, по крайней мере, ты в ближайшие даты никуда не готовишься, но ты сегодня уже в хорошей форме. Я в форме, да? У меня вес сейчас 81 килограмм. У меня такого веса никогда не было, только при весе с гонки. Ничего себе. А Да. тренируешься ежедневно? И каждый день, да. Где ты в Алмате сейчас тренируешься? Я так знаю, что ты в Алмате живешь, но постоянно Да, находишься да. здесь. У меня много залов. Зал грэпплинга КТТ, Казахстан Топ Тим. Зал вольной борьбы Гагарина Толиби. Зал бокса на этом парк президента чуть ниже. То есть Fight Club. Я стараюсь изучать все виды спорта. То есть бокс, вольная, грэпплинг. И это все в разных залах находится. Это круто. Это круто. Вообще, Артем, вот смотри, ты тренируешься разносторонне, то есть посещаешь те залы или другие. Там. Сегодня ребята приезжают там, с Америки, там, ты общаешься, наверное, и с Жалгасом Жмагуловым, там, Сергеем Морозовым, вот Шавхат Рахмонов, Асу съездили, многие-многие другие наши звезды, ребята, батыры ездят на Запад, тренируются, видят там какой-то, перенимает ту методологию, и вот сегодня даже вот с Жако, когда общались, там вообще все по-другому. Ты один из топовых бойцов Казахстана в этой весовой категории вообще в целом. Как проходит твой тренировочный цикл? Он отличается от западного? Это вся та же советская школа или что-то есть новое? Я не был на Западе, я даже не знаю примерно. Ну, допустим, ты видишь, как тренируются ребята, да, там, не рассказывали тебе? Такого не было, да? Примерно рассказывали. Да, я вот имею в виду, она да. отличается, твоя подготовка? Я не думал. Именно в отработке, наверное, отличается. То есть именно им тренера показывают отработку определенную, приемов. Этим, наверное, отличается, потому что мы мало отрабатываем именно от стены. Мы больше боремся. А в плане я тренируюсь, бокс, вольный, это такие классические виды спорта, которые бойцы ММА не особо развивают. Они именно ММА тренируются, у них тренировка ММА. Угу. Вот на Западе они именно делают ударное ММА, там, борцовское ММА, а у меня именно базовые идут виды спорта. То есть вольная базовый, бокс базовый. Но к бою, когда у меня остается 2 месяца, я исключаю это все. И я уже тренируюсь под ММА строго. А так постоянно под базовый? Так именно да, по базовым видам спорта, да. Прям это такой подход, если честно. Да, своеобразно. Да, своеобразно. Вот видишь, у каждого он отличается, тут у тебя своя методология подготовки, да? Возможно, некоторым бойцам нужно и перенять это, да, то есть постоянно в одном направлении двигаться. Да. Допустим, сейчас, если говорить о вольной борьбе, в принципе, у тебя с вольной борьбой, вообще борьбой проблем нету никаких, да. Но ты все равно продолжаешь тренироваться. Потому что я за счет вольной борьбы выигрываю. Ага. Если я буду улучшать, я буду выигрывать еще легче. Ага. Да. Что улучшать? Ну, в вольной борьбе мы понимаем, там приемов очень много, но что ты делаешь в ММА, это постоянный контроль, постоянный проход, таз, там, движение. Если ты перестаешь этим заниматься, в определенный момент теряешь, да, чувство? Да. Ну да, главное чувство всегда это. в борьбе.
Есть золотая середина, где надо и не упускать и ударку, и не упускать борьбу, чтобы все держать в равновесии. Давай, Артем, вернемся в то время, когда ты был молодым пацаном, вообще, где ты родился, кто тебя в спорт привел, как это все начиналось? Мой тренер, мой отец. Ну, я вот часто фотографии вижу. У нас не было вольной борьбы вообще в Ридере. Вообще не было. То есть в советское время у нас были чемпионы СССР, были чемпионы Казахстана были. И они разъехались. Так получилось, что борцы, кто-то из борцов стал бизнесменом, то есть не было борьбы, все распалось. И отец решил возобновить этот вид спорта, открыл зал, сам стал тренировать. Все делал для ребят, все бесплатно делал. У него в то время были возможности, и он старался. Вот. Ну, в то время так и было, все бесплатно. Да, все, да. То есть он меня смотивировал, как смотивировал. Ну, допустим, мне 5 лет, да? Отец у меня встает, бежит кросс. Отец встает, у меня там подтягивается на турнике. Естественно, я вижу, как дети воспринимают, никогда им говоришь, нельзя курить и куришь, а надо идти тренироваться, ты не тренируешься. Ребенок не будет воспринимать это. Отец у меня не курил, тренировался. И я хотел повторять. Он мне не говорил, там, надо тренироваться, он просто шел в зал и тренировался. Вот и мне кажется, он тем самым привил мне любовь к спорту. Все правильно. Вот, уважаемые наши зрители, кто сегодня сидит, слушает нас, особенно молодые отцы, воспитание личным примером – это очень-очень такой эффективный способ воспитания детей. Вот на примере Артема Резникова. Так что, если хотите, чтобы ваши дети не курили, не курите сами и занимайтесь спортом. Артем, вот по поводу отца. Он на твоем примере, ты сегодня один из топовых бойцов, на твоем примере, у тебя в любительской карьере по вольной борьбе результаты, про это расскажи, пожалуйста. Да, я был чемпион Казахстана по юношам. То есть у меня такие были хорошие результаты, я очень много соревнований выиграл. В интернат поступил в Алмату, как меня в Алмату и затянуло. То есть я выиграл международный турнир, в финале я перешел в новую весовую категорию, а всегда, когда ты в новую весовую категорию приходишь, ты все же слабее, там есть свои топы. И я выиграл в финале парня призера Азии. То есть, и меня сразу пригласили в интернат. Спортивная школа, Шанрак называется. Ну, да. Замысыге там такое. И все, я туда переехал, стал дальше тренироваться. А в ММА меня... Нет, вот юноши, Да. молодежка. Дальше был рост там, среди взрослых борьба? Нет, я не выступал. Не выступал? Уже молодежка остановился? На молодежке я тоже не выступал уже. То есть я первый год я выступил, по молодежке я за тройку проиграл на Казахстане. Вот. И потом второй год у меня стали травмы, одна за одной. И когда у тебя травмы, тебя списывают немножко. Тренера как-то на тебя уже не обращают внимания. Ты там не выступил, тебя не видно. Ну, это как и везде. Да. В принципе. И последний год по молодежке, когда я приходил на тренировки, я выигрывал ребят топов, кто чемпионы, призеры Казахстана, да, я их мог выиграть. Я не скажу, что я там сильнее всех был, да, но я пропустил Казахстан, но если бы я бросил, я мог бы стать чемпионом, у меня были все шансы. Завершил тогда? Тогда, да. В юношестве, получается, да? Да, завершил. То есть я пропустил Казахстан, и меня никак не рассматривали. Сборной не рассматривали. И я увидел плакат, когда Александр Емельяненко, Александр Емельяненко, да, он пропагандирует плохой образ жизни, такой неплохой, нездоровый образ жизни, когда пьют, это плохо, это я против такой пропаганды. Но он в тот момент пропагандировал меня выступать в ММА, потому что у него было имя, и он дрался с нашим парнем. А кажется, что звезды, что нам далеко до звезд. И когда вышел Толиген Акылбеков и дал ему зарубу, то есть он ему 3-4 тогда он проводил, я видел, что он его борет, а я сам борец. Я вижу, что он его борет очень легко. И за счет того, что ему, может, где-то не хватило грэпплинга, и мне показалось так, хоть у нас был турнир, что судья немножко был в пользу Александра, потому что он постоянно поднимал. Такого мы не видим, редко, чтобы поднимали, это же не бокс. И в этот момент я подумал, значит, я могу тоже. Я вольник, я могу бороть, надо только набавить ударку, и вот я
решил перейти в ММА. Это получается, ты юношей был, когда дрался Тулиген? Да, еще я... Атилла? Это был, да. 11-12 год, да? Это был 11-й год, да. 11 год. Я помню этот бой. Да, Мы хотели приехать. Получается, тебе только тогда 18 исполнилось, да? Нет, мне было 20 тогда. А, уже Сейчас 20. Сейчас скажу. Это было сколько? Но я перешел в 20 лет. Мне это было 19. Но я перешел, да, в 19 лет. Это было мне. Я перешел в 20 лет. В 2012 году мне. Первый бой твой в 2011 году в Жик-Пижек произошел с парнями из Казахстана. Да, Вот твой первый профессиональный поединок. Вообще, в целом, у тебя 22 победы и 6 поражений, насколько я помню. Да. В одном из бою у тебя такой, как бы, ну, я этот бой видел лично в трансляции с Рузи Боевым, да? Рузи Боевым, с парнем с Узбекистана, у тебя осечка и бой остановили. Да. Потом что-то был такой, вы же всего лишь один раз встречались? Да. Потом был такой момент, что что-то обратно хотели поставить вас, там, и так и не произошло. Хочешь ли ты с ним встретиться? Ну, честно говоря, он мне не интересен, но если... Ну, если честно, бы. мое мнение, Да. сегодня где он, где ты, то есть два разных. Если бы дали, реванш всегда хороший, без разницы, кто на каком месте. Я бы встретился. На тот момент я тоже боец 70 килограмм был. С Рузибоем как ситуация получилась? У меня была сломана ключица, в октябре это видно, с Бабакулами сломал ключицу, и в апреле и в мае дрался с Рузибоем. Ну, это когда человек, который 2 операции перенес, пластину ставил, это нереально выйти на форму вообще. И тогда я получил рассечение, и я, конечно, жаждал реванша этого. И тут гран-при 77 килограмм, где ставит Рузибоева. Тогда Махир Мамедов и Актелек Жумабекулы, да? С Кыргызии парень? Да. Сегодня у нас дерется. Да, Актелек. Он фамилию правильно, да, сказал? Вдруг у меня с ним очень хорошие отношения, и мне будет неудобно, если я его... Если честно, вот с фамилиями у меня постоянно проблемы. Вот, Актелек, это мой хороший друг, сейчас мы общаемся, приятный парень. Хороший парень. Да, и вот получилась ситуация, что они не подрались, да, и мне говорят, ты хочешь на замену, а там Рузибоев вступит в финал файт. Я говорю, конечно, я жажду этого боя. Нам ставят бой, я готовлюсь, у меня, кстати, было 2 победы к ряду сразу. У меня декабрь был бой, февраль был бой и с Рузибоевым на апрель. То есть я хорошо шел, я все время в работе. И все, и Рузибоев снимается за буквально 4 недели где-то с боя. По причине, не готов. Ну, ни травма, ничего, просто не готов. Я начинаю ему писать, говорю, давай подеремся. Он говорит, я готовился на тот турнир, вы перенесли, а Алашпай может быть, переносил, не знаю я момент, я сейчас я, говорит, не в форме. Потом выставляет видео, где у меня стечка, пишет, какой бы ни был бык, на банке пишется тушенка. Он что-то такое выставил, и я ему опять личку пишу. То ты снимаешься с боя и пишешь такие сообщения. Не вопрос, пиши их, только согласись на бой. Ты можешь хоть что писать. Это после боя уже, да? Нет, это после того, как он снялся. Нет, а первый бой еще не был ваш тогда? Нет, первый бой уже был, я стечку получил. А вот второй бой, когда он уже снялся, он такое пишет, он выставляет эту фотку мою, где у меня рассечение. Ну, тем более, когда ты выиграешь не нокаутом, не болевым, а когда тебя борят сверху, держат, от того, что у тебя кровь течет, тебя снимают. Ладно, если я упал хотя бы, я его заборол, я оказался сверху, оказался в своей удобной позиции, то есть боковой контроль. Это моя позиция, откуда я практически 70% я беру север-юг. Вот. И я говорю, ты же пишешь, бык, не бык. Я говорю, прими бой. И пиши, что хочешь. За меня, главное, выйди на бой. Потому что я на тебя так злой после этих сообщений, и мне надо с тобой поквитаться, а ты снимаешься с боя. Я не смогу это сделать. Вот. И все же он снялся, и мне тогда на замену вышел Хасан Халеев на бой, на Рузибоев. Ну, наверное, скорее всего, этого боя и не будет. Почему? Потому что мы вообще с Хантуроем тоже... с Хантуроем говорю, Иман Долсон. Да, с Рузибоевым тоже пару раз хотели сделать встречу с Мурадом Абдурахмановым, потом еще одного бойца предлагали. Что-то очень тяжело идет на контракт. Но он сейчас в Брейве, я думаю, тем более надолго там, да.
Давай вернемся к твоему отцу. Помимо, он был тренером по борьбе, привел тебя в спорт. Ну, я думаю, не только тебя тренировал, также. Помимо вот твоих достижений, там, чемпион Казахстана по юноше, там, сегодня лучший в лиге ACA, есть другие ребята, которые дали результат? Там? Болтин Олег. Болтин это его ученик? С Ридера. Он нас в интернат 3 отправил. Еще ситуация была с Олегом такая. Игорь Жуков и я, то есть меня берут как чемпиона. Отец, меня хотят, короче, взять, говорит, Артема мы хотим, можно. Ну, я выиграл все турниры. Здесь и чемпион, и выиграл парня призера Азии. И я его выиграл не по своему году. По 91 году была борьба, я 92 я его выиграл. То есть, да, вроде так было, чтобы не соврать мне. И отец говорит, Игоря Жиркова еще туда. Они, что наглеет? Ну, раз меня хотят, думаю, ладно, его тоже возьмем. Говорит, у нас много мухачей, говорит, он будет хорошо бороться. Говорит. И в конце говорит, и еще парень сырой еще. Я пап говорю, давай Олега, не надо к нам. Он говорит, почему? Олег очень тихий, очень молчаливый был. Ну, скучно будет, с Игорьком мы хоть общаемся там. А с Олегом, он говорит, нет, говорит, Олег по-любому в интернат поступит. И получилось так, что и тренера потом говорили, чересчур сырого ты нам дал. Чересчур сырого парня. А теперь этот парень чемпион Азии по вольной борьбе, мастер спорта международного класса, и сейчас за 3 на мире он проиграл. То есть у него результат именно в борьбе, мы даже рядом не стоим, ни я, ни Игорь. То есть отец, видишь, далеко смотрел. Далеко. И он сразу говорит, он будет бороться, он всем сказал. Насчет Жиркова. Жирков, я насколько знаю, поменял гражданство или переехал просто? Да, поменял гражданство. Да. Поменял гражданство, сегодня в России с Штормом, да? В их школе? Да, со Штормом, да. Какие сейчас у него там результаты, что у него там? В Исее 3 боя, 2 победы у него. 2 победы? Да. Молодец. Я помню, еще в Алашпраде он дрался, да? Там? Да. Он бы мог остаться здесь, у него там была зарплата 60 тысяч в Ридере, он работал тренером. У нас там город 70 тысяч, 80 тысяч населения, там зарплата очень тяжелый тренером. Я его сюда телохранителем постарался устроить, мы долго искали, но он маленький. Он рост маленький, вес маленький, у него 70 килограмм. И я всячески, мне не получилось его устроить. А у него с Новосибирска хорошее предложение было от армии, от школы и от команды РАТ. То есть там у него зарплата отовсюду. И он мне говорит, а что мне делать? Либо завязывать со спортом, оставаться в Ридере, тренировать за 60 тысяч, либо приезжать в Россию и уже зарабатывать деньги, выступать. Вот он так выбрал. Все сложилось у него нормально, да, дерется, работает. Все это самое главное, чтобы где бы он ни был, в любом случае сталь закалялась здесь, у твоего отца. Я ему сказал, говорю, где бы ты ни был, и он так и сказал. Он выиграл бой с Малютиным вроде, он передал привет и Казахстану, и отцу моему сказал спасибо, и всем тренерам. То есть, да. Артем, давай вернемся в 20-й год назад, твой бой с Юсуфом Раисовым. Мы все смотрели и чуть во время стардауна не поняли, какая-то вот непонятная ситуация началась, там стычка, конфликт, что-то он тебе нашептал, там, я помню. Что он тебе сказал? Он говорит, я вижу страх в твоих глазах. Так и сказал, да? Вижу страх. Да. А что ты ответил? А я сказал, мне кажется, ты боишься. Это такая ситуация, когда я уверен в себе, я уверен, и я не вижу ни у кого страх. Мне не нужно знать, кто меня боится, кто не боится, я в себе уверен. А если ты ищешь чей-то страх, что кто-то тебя напугался, то, скорее всего, ты мандражируешь. Это лично мое мнение. Потому что, когда я выхожу на бой, кто боится, кто меня не боится, мне без разницы. Я выхожу побеждать. А кто в каким настроем, меня не касается. А если я буду смотреть у человека, как он настроен, боится меня, не боится, значит... То есть человек становится более уверен, если его человек чуть растерян, да? То есть так, да? Получается? Наверное, да. Наверное, да. В этом случае, получается, твоя логика, она такая, да? Я так думаю, да. Потому что я не видел у кого-то страха, никогда я выхожу побеждать. А кто меня боится, не боится, мне без разницы. Я выхожу выигрывать этот бой. Я смотрел бой. С начала до конца 3 раунда, да, вы бились, я помню, да, не 5 раундов, 3 раундов бой был. Очень шикарный поединок. Вот, на мой взгляд, ошибка именно Юсуфа Раисова, он работал прямолинейно, да? У него классическая база бокса. И то, что я работал с тренерами по боксу, и работал именно с классическими боксерами, мне это помогло. Потому что у него работа не как у бойца ММА, ударники. Бойец ММА может там ударить, вот у нас слова есть такие, сленг бойцовский из-под жопы. У нас есть такой сленг, да. Закидушки. Закидушки, да. Они бьют. И это можно видеть. А Юсуф Раисов, он бьет боксер.
Джеб, боковой, двоечка, апперкот. То есть все стандартно по-боксерски. И мне было удобно работать именно Это вот, бой с боксерами. Ну, потому как, допустим, бой прошел, ты победил, ну, раз уж он недосрочно закончился, значит, где-то вы были одинаковые, да, там, физически подготовлены, еще что-то, но тактически ты переиграл. Ты больше попадал задней рукой, как говорится, из-под жопы, да, там, закидушкой, борол, были моменты. Как думаешь, в чем проблема? Проблема в углу или в его планировании самом? Мне кажется, он не особо слышит угол свой, да? Он просто не мог подобрать дистанцию из-за боязни прохода в ноги пропустить. Все понятно. Он хороший в ударке, если бы мы работали с ним в стойке, может, мне не получалось бы ему попадать так. Чисто Но в так стойке, как он все время думал о ногах, и он в этот момент открывался. Потому что я даже показывал ему проходу, он резко откидывал их. То есть он постоянно у него в голове было, что сейчас я пройду ему в ноги. Тебе удобно вообще говорить за отношения с ACA лигой? Да, я могу. В чем проблема? Почему мы не видим твои бои? Ты стоишь номер 1 в списке ACA. У тебя, насколько я знаю, там один бой, да, по контракту остался? Один бой по контракту. Что происходит? Почему тебя не отпускают, не дают бои? Вот это непонятно. Они хотели, Лига ACA хотела, чтобы я дрался за пояс, так как у меня продлевается контракт, пролонгация, да, идет, в случае победы за пояс. Я сказал, дайте мне рейтинговый бой. Ну, меня не устраивает контракт по сумме. Ну, они как работодатели, как бизнесмены, зачем им платить больше, когда я дерусь за эти деньги? Но когда у меня закончится контракт, тогда я уже могу ставить свои условия, за сколько я хочу драться. Нравится им, если нравится, они говорят, да, вот мы тебе даем сумму. Если не нравится, говорят, иди, я с другими лигами могу. Из-за этого я хочу, да, работать и посмотреть, какими перспективы дальше есть. В какой лиге, какие суммы. Вообще интерес каких-то международных, ну, крупных организаций есть в твою сторону? За океан, как и любой спортсмен, хочу за океан. Нет, с их стороны вообще заинтересованы тобой? Да. Есть, да? Есть. Ну, я думаю, да, конечно. Есть. Ты достаточно много боев, победная серия у тебя последняя идет 8. из 8 боев, да, мы это видели. Допустим, ты не дерешься за пояс в ACA. Кто? Ну, Юсуф это выиграл. Сейчас бразильцы ставят с этим, с Абдулазизом. Абдулазизом, да? Абдулазиз, получается, чемпион, если он проиграет, скорее всего, его будут подводить под тебя, да? То есть так, наверное? Потому что других... Я думаю, если он проиграет, да. Да, если проиграет. А с Бразилом, как думаешь? Да, Бразил, он, не знаю, но там есть ребята, и Рашид Магомедов есть. Его могут дать мне соперники. Если Абдулазиз проиграет, то я не думаю, что Абдулазизу не дадут, потому что ему нужно будет выйти на победную серию хотя бы один бой. Это для любого бойца морально. Вот ты проигрываешь бой, тебе надо один бой со среднячком подраться, чтобы потом с хорошим бойцом выходить. Потому что морально тяжело, ты проиграл, тебе опять дают топа. В принципе, как сделал Раисов после меня, ему дали парня там. Что сейчас с Раисом? Он не в ACA, не в Fight Night. Вот последний бой его в Fight Night, кажется, видел, да, с Махно? Да. Что-то сейчас свободный агент, да? Да, ну, я думаю, хочет тоже за океан. Именно после твоего поединка, да? Хотя до этого... Я думаю, он хотел до моего поединка. Просто там ситуация получилась, что у него бой с бразильцем и карантин. И бразильцы не могут приехать. И кроме меня давать ему больше некого, получается. Потому что я его вызвал на бой. Что мне сказали, что я не уровень Раисова, и что мне надо пару боев сделать, чтобы с ним драться. Но бразилец не смог приехать из-за карантина. И вот такая ситуация, я стою возле него, чеченцы с чеченцами дерутся, а бразильцев нет, и только я вот там стою. В ACA чеченцы с чеченцами не дерутся? Не дерутся. Вообще? Нет, такая позиция. Да. У ребят, да. С другом не драться. Понятно. Ну, теперь как-то разрешается, или ты будешь ждать бой и после этого только уйдешь? Я буду ждать бой, я думаю, должны бой дать мне. Ты лично с Бадаевым или там с Асланбеком у нас хорошие отношения, и если бы Асланбек решал, я думаю, давно получил бы бой. Потому что мы с ним общаемся давно, у нас нет никаких проблем между друг другом. Видимо, кому-то из руководства именно, из главного, не понравилось то, что я там выдвигаю свои условия. Но я не считаю, что я выдвигаю свои условия. Просто я хочу либо повышение контракта, либо уйти. То есть я ничего такого не сказал. Ну, то есть, как бы... Да. Тебя не услышали, ты обратился? Да. Да, ну все понятно. Давай вернемся в казахстанское ММА. Ты начинал с Алаш Прайда, турниров Алаш Прайд. Алаш Прайд — это та организация, которая родоначальник
всех профессиональных боев у нас в Казахстане под руководством Даняра. Сколько боев ты провел в Велошпрайде? Блин, долго я даже не знаю, сколько. Посчитать тяжело будет. Больше 10? Я думаю, 10 где-то провел. Может, даже больше, наверное. Самый громкий бой для себя, такой сложный, там, не В знаю. Велошпрайде? Да, в Велошпрайде. С кем? На Велошпрайде. С Халиевым. Халиевым, да? Хасан То есть вы Халиев. Халиевым в Велошпрайде и в ВСА встречались, да? Да. За пояс Велошпрайда дрались. Вот я считаю, не важно, какой пояс, важно, какой соперник за пояс. Мы Да, сейчас и- всем ребятам говорим так, там все, не знаю, все казахстанские ребята хотят попасть в UFC, но все мы понимаем, что не все попадут так же. Да. Из 1000 попадут 10 пацанов там, и может быть там среди них будет девчонки. Ну да. Да, сегодня не важно где, а реально важно с кем драться. Да. Это ты если правильно. не важно, какой у тебя рейтинг, 50-0, 40-0, может даже 5-0 быть, но ты попадешь в UFC, потому что ты подрался с топами. Ты дрался с Кичигиным. Это опять же в Велошпрайде, да? В Велошпрайде, да. Ага. У тебя проигрыш получается, да, от Кичигина? с другим. А, с братом, да? Братом, да. А он В здесь 2014 году. 14. Он завязал давно уже. А как проиграл ты? Завязал по очкам. Пачкам 3 раунда, да, Да, был? реально нравился. Казахстанский ММА. Ты видишь, как развивается мировой ММА, российский ММА. Вообще, как ты оцениваешь сегодня индустрию ММА, развитие Казахстана? Именно ММА у нас сильно развивается. Если в плане любительских видов спорта, я не знаю, почему в Казахстане вот встали. Видимо, акцент на ММА сделали все. Потому что ММА у нас очень сильно развивается большими шагами. А если раньше, вот давайте так вот еще взять 14 год, это не, вот было недавно. Да, же. да. Мы смотрели, кто-то в Fight Night дерется, мы считали их звездами, просто потому что их показывают по телевизору. Да, да. Сейчас, потом в 2017 мы считали звездами, кто дерется в UFC просто. А сейчас у нас, нам мало все это, нам нужен пояс Казахстану UFC. Тогда да, тогда он будет звездой. А пока он будет даже Просто UFC боится бить, он UFC, просто да? боится UFC, да. То есть вот у нас как план-то растет в Казахстане. Ты знаешь, всех тех, кто в UFC дерется сегодня из казахстанцев, это наша Мария Агапова, там, Дамир Исмагулов, Шавхат Рахмонов, Сергей Морозов, Жалгар Шумагулов. Как думаешь, кто первый приблизится к гонке за титул? Гонки, знаете, тут такая ситуация, что можно все вот так кардинально измениться. Вот взять вот этот 57 парень, он проигрывал, он даже был уволен, и сейчас он чемпион UFC. Ага. Да? Правильно, 57 же, да? Да. 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 Последний, который чемпион? Да, он уволен да. был, да, вроде что такое было, или что-то на поражение шел. Ну, он сейчас чемпион UFC. Ага. То есть все может быть. Может Шавхат сейчас на победной серии идти дальше. Может, допустим, Жалгат сейчас выстрелить и стать. Это все возможно. То есть не предугадаешь. Я надеюсь, за каждого из ребят я болею, я буду очень рад, что кто-то. Ну, прогнозируемо, больше у кого шансов. А тоже весовая категория тоже роль играет, да? Я так думаю. По темпу, Ну, по... хоть Жалгас проигрывает, но я думаю, если он нормально будет тренироваться, 57 у него есть все шансы. Мне кажется, у девушек больше шансов. Из-под, ну, Я если... не смотрю. Нет, да? женские бои. И- Мария Агапова последний бой не смотрел? Не смотрел. Не знаю. Я ее не знаю. Может, как человек она хорошая, но смотря в Ютубе там... Как, немножко. Я такой человек, я смотрю людей, которые мне симпатизируют как люди. И я за них болею. И кого знаю. Я её не знаю Марию. Не знаю. Я, допустим, вот ребят любого. Из, кто сейчас дерется в UFC из наших. И я знаю, как они как друзья мне. То есть я с ними общаюсь со всеми. Конечно, я за них всей душой прям болею. Чтобы выигрывать лучших, ты дерешься, ну, по крайней мере, все свои последние бои, 8 боев ты провел в ACA, там дрался с мировыми такими хорошими ребятами. Чтобы драться с лучшими, тебе нужно тренироваться с лучшими, так же? Согласен. Кто твои спарринг-партнеры здесь? По ММА или там по каким-то? Ну, давай. По вольной борьбе у меня вся сборная Казахстана. Вот к Раисову вся сборная Казахстана приехала, работала на меня. Боксеры, Виктор Катачигин, там еще ребята, то есть профбоксеры, у которых есть профбои в боксе, они спарринговали с нами по боксу. Исаак Бербаев, тренер, который был с Головкиным, это боксер наш казахстанский, Да, был да, с знаю. Головкиным, он мой тренер. То есть он на меня там, Слава Кочегаров, он чемпион мира по кикбоксингу. То есть там, Саша Гольцман, он мастер спорта по вольной борьбе. И я окружил себя именно тренерами хорошими, именно спарринг-партнерами хорошими. В ММА ребята готовились, допустим,
Кичигин, Саша Санавский, Адиль Буремаев, Асиф Тагиев, Азамат Бахытов. Вот, и это тоже Азамат, я считаю, будущая звезда у нас будет, если все будет нормально, ни травм, ничего не будет. У нас очень хорошая команда, я считаю, и по ММА, и вообще. Все эти ребята помогают, да, вот тебе подготавливать? У нас, что мне нравится в Казахстане, если у тебя бой, они все бросают все дела и идут к тебе помогать. Ты говоришь, блин, мне вот в 11 часов в спарринге нужно по боксу провести. Боксеры бросают все дела, идут там пацанам, грэпперам, вот. Кстати, я что-то не назвал ребят грэпперов. Я вот сейчас с КТТ, они черные пояса, коричневые пояса. И они все бросали и помогали со мной по грэпплингу работали. Вот у нас как. Ты, кстати, в этом гран-при Арлан Грипс участвуешь? Я видел твои схватки. Да, ты пояс забрал? Да, забрал. У тебя, да, пояс? Да, Гойти, да, займу у тебя Гойти, свой? да. Получается, ты титул держишь, там тоже какая-то гонка, какой-то гран-при, защита идет сейчас, я смотрю. Очень интересно развивается. Да. Не знаешь, да? То есть не было такого уговора, что дальше бороться, там еще что-то. Да. Я выступил, потому что я уважаю эту легенду и как бы из-за этого выступил. То есть для развития грэпплинга, я люблю грэпплинг, я тренируюсь с ребятами. И вот. И пояс там классно. Ну Кстати, да, в UFC тоже хороший. Пояс красивый, да. Если что, имейте, да. Ну, я сразу могу тебе контракт предложить. Если что, хотя бы на один бой. Так-то проблем нету. Давай Магу Исму. Кстати, ты знал, что мы с Магой Исму на одном пьедестале стояли в 2012 году? То есть, Да, я видел фото. Да, в одном весе. Да. Мага Исму общаемся, так переписываемся. Хороший парень, очень такой веселый. Сейчас вот у него с Минеевым бой. Я видел, как у вас там заруба была по грэпплингу. Да. Что-то какая-то... Ну, я жду Магу, жду. Да? Да. А что-то не договорились, почему? Это должны организаторы заинтересоваться. Наше дело бойцов – это развитие ажиотажа, развитие интереса организаторов. Все. Мне кажется, мы развили максимально, но тишина везде. Взять с Али Баговым. Мы развили тоже небольшой интерес, значит, схватки по грэпплингу, и сразу много организаций откликнулось. Ага. Ну, посмотрим дальше, как будет. А с Магой никто не откликнулся. То есть. С Али Баговым у тебя никогда тренировочного процесса совместно не было? Не было. Я вот, если честно, хотел посмотреть, как вы там боретесь, потому что и он, и ты как бы физически очень... У него тоже базовая борьба, грэпплинг, БЖ, очень хорошо. Мы в 2011 году с ним встречались на чемпионатах мира. Ну, то есть, как бы я видел, как он боролся, дрался. Такой достаточно интересный, харизматичный. Он с Хабибом дрался одно время, я помню, в российских промоушенах, на ринге. Да, я Исей же предложил, я такой тоже этот... Схватку? Нет, я... Бой? Да, бой предложил. Я готов, говорю, ради этого боя подняться в 77 килограмм. А, с Баговым? Да. Ага. Ну, Багов... Бывает же, когда говорят, когда твой кумир, наверное, ну не кумир, но такая фраза есть, станет твоим соперником. Правильно? Тогда ты... И этот боец, который я где-то равнялся, где-то смел, то есть все бои я его не пропускал. Вот бывает же, вот интересно, но да? Багова ты бой не пропустишь. И тут я уже чувствую, что я вырос, и мне было интересно. Я Асламбеку говорю, Асламбек, если возможно, я готов ради Али Багова, ну, ради боя перейти в 77 килограмм на один бой только провести. Вот. А Асламбеку это понравилась идея, он говорит, я бы хотел провести бой, но руководству это не понравилось. Они говорят, пусть дерется в 70. Ты в лиге ACA был такой боец, ну, знаменитый Марат Балаев, с ним, наверное, общаешься. На связи, да. Да. Я видел, как он поздравлял, желал удачи, то есть Эльдару Кудайбергену. Да. Ты с ним общаешься, на связи. Расскажи вообще о нем. То есть этот человек сегодня мотивирует многих людей, там, даже после проблемных ситуаций, там, идти в спорт, добиваться своего. Вот для меня Марат Балаев, реально, если честно, я видел там, фильмы про него, там, слышал за него. Он прошел такой прям тяжелый путь. Даже когда при возвращении из тюрьмы, я его фотографии видел, там, он там был такой худой, видно, что его там хорошо жизнь покалечила. Да. Но он вышел и просто стал чемпионом. Да. Что это? Это характер. Это очень сильный характер. Марат, это он вышел в 37-36 лет. То есть в это время люди, они все, они отсидят 10 лет, у них нету возможности куда-то там. Это же ты все за 10 лет потерял. Это заново там работать. Он пошел в спорт и добился таких результатов. И в основном добился он на характере. У него хорошая база вольной борьбы у Марата. И как странно, но как-то оно у него осталось 10 лет. Мы понимаем, что он не тренировался, там тренироваться невозможно. Но он вышел, видимо, работал, восстановил свою базу. И
добился такого. Мне кажется, это немыслимо, это, наверное, будет. Это первый и последний человек, я так думаю. Что кто-то после 10 лет, не занимаясь, не быть, допустим, Майк Тайсон там сидел сколько, 3-4 года, он был боксером и дальше выступал. Не занимаясь ММА, отсидеть 10 лет и после этого перейти стать чемпионом. Мне кажется, это такого не будет уже. Я слышал, где-то он говорил, что когда он вышел с тюрьмы, ну, в смысле, с места заключения пришел, там, начал тренироваться, и он подумал, что как бы по сторонам посмотрев, он говорит, вот мне надо быстро, короче, заработать деньги, что я умею, это только спорт. Да. И с первого он вообще был, у него уклон был на борьбу, да, типа, да? Да, типа он хотел борьбой заняться. Да. А тут ему сказали, что есть ММА, и он без раздумья пошел, начал тренироваться и просто стал чемпионом, да? Да. Еще выиграл таких ребят, как Рысов, как Коков, как Батаев, то есть как Диего Брандау, Мачаев. У него имена-то, если брать в списке победных боев, у него имена высокие. Там Брандау всех перебивает, да? Брандау приехал, он тут звездой был после UFC. Мачаев, все понимают, что Мачаев это топ боец. Да. Такая же история у нас сложилась с Ильдаром Кудайбергеновым, ну, ты знаешь, да, там вернулся после долгих лет отсидки, парень тоже вернулся, дрался в то время, когда ты начинал, они были вместе. Он уже дрался, я его видел в бою, да. Я его бой видел, я его запомнил, он хороший бой показал, как раз с Емельяненко же дрался. Когда да, вот тогда он был в Карли. Показал хороший бой, да, я запомнил. После этого, как бы, пройдя такой путь... Сколько он? Тоже лет 6, да? 5, 7? 6 он 8 лет где-то, да? Где-то 8-7 лет, да, отсел. Да, ничего себе. Но он занимался ММА, он уже до этого. Но он занимался. Да. Не, я вообще говорю, тоже повторяет. Да, повторяет. Но он, когда вышел, уже такой хороший физический форме, видно, парень себя, ну, как бы, сохранил, там, не скайфовался, там, не ушел в раздумье, да, там, а реально хотя бы отжимался, видно, что отжимался, да, такой физически. Выиграл Фаниль Рафиков. Фаниль Рафиков, сколько я помню, всю жизнь дерется. Ну, я еще помню, по Жик-Пижику мы там в году 13-м вроде дрались, или 14-м, да, в 14-м вроде. Он уже выступал стать чемпионом, стал Казахстана вроде. То есть он с того времени дерется. А человек вышел с тюрьмы и там сколько, 2 года потренировался. То есть у Ильдара тоже большое будущее, мое мнение. Ну да, все зависит Фаниль от него. Не подарок. Фаниль не подарок, да. Это однозначно. Там, ты видел бой? Конечно. 5 раундов там. Да. Такая я с дорога. Ильдаром просто в очень хороших отношениях. И с Фанилем нормальных мы общаемся, там, переписываемся иногда. И как бы этот бой мне был интересен. Ну да, интересный поединок. Да. До боев, которые прошли после, мы считали, что такого боя уже не будет, но потом еще и Аслан Утигалиев подрались, последние там бои за титул были, ну, очень интересно. Вообще все бои интересные. Да. И вчера с Улой разговаривали, Сула говорит, замечаешь, говорит, самые интересные бои казахстанцев между казахстанцами происходят. То есть такие бои закатывают наши казахи между собой. Это даже не то, что сами казахи закатывают, это то, что они уже ажиотаж, уже мы ждем от их боя чего-то, мы не знаем. Да, мы знаем этого парня, он красавчик, он дерется хорошо, там, борец, там, этот, допустим, хороший ударник, и мы уже ждем супербоя, у нас в ожидании. То же самое, вот сейчас выйдет боец с России, допустим, против бойца там, с Бразилии или боец Казахстана, против бойца там, с Америки, какого-то неизвестного. Нам будет интересно, но если парень с России известный, допустим, Ариф Пераев против Куата Хамитова из Казахстана, то мы все будем смотреть. Как бы. Ну да. И все будут ждать от этого боя чего-то интересного. Конечно. А если еще сам бой будет хороший, то он запомнится надолго. С Марифом Пираевым общаешься? Да, тоже общаюсь. Да, тоже он, я смотрю, неплохо борется. С Раисом у них схватка была, он Раиса выигрывал. Да. Такой молодой, перспективный. Одно время тоже на всех любительских панкратион, ММА соревнованиях. Да, он приезжал в Казахстан пару раз. Дрался с Саганом, с нашим. Еще с кем-то дрался. Бой 20 что ли провел. Вот по лагерям, если посмотреть, сегодня там Иркин Кыш во главе Айбек Шукутова, там в Тобете идет тренировка во главе Диаса, там еще где-то там разных, здесь у нас в Дартиме там во главе там с Азизом Разиевым, там Баян Жангаловым тренировочный процесс проходит, с Сагындык Микеевым, в Орлане проходит там, да, где-то по БЖ, сам отметил, да, что тулигенские ребята, по самим основным боям Игорь Фунтиков. Вы под чьим руководством тренируетесь? Я по своим сам. Сам, да? Да. Думаешь, это нормально? Ну, мне удобно. Я знаю, когда я устал, когда я не дотренировался. И я так пошу, все ребята не дадут мне соврать. Мало кто так тренируется. Потому что у меня дня не проходит без тренировок. Даже когда я никуда не готовлюсь. Я работаю.
Я стараюсь везде зайти, и побоксировать, и грэпплинги вольно, и спарринги. Сколько времени прошло, вот, как ты сам один? Ну, то есть со своими ребятами, Всегда. без тренера? Всегда. Всегда так Всю было? жизнь. Нет, тренера есть, у меня есть тренер по боксу, есть тренер. Не, понятно, Да. отдельно, а вот профессиональный Да. кто-то закрепленный, Да, нет, который нет, постоянно нет. контролирует. Да, Сам. мне кажется, много у кого ребят нету. Вот, допустим, у Армана, мне кажется, тоже нету. Ну да, у Допустим, Армана вспомнил тоже. Много у кого нету. У Жалхаса, ну, Морозом есть, да, вроде? Да, да. Не, ну да, но не изначально. Ну, тоже так. Не, они тоже, у них как бы есть то место, куда они постоянно приходят, а бывает сборы Да, уезжают да, там, в Алмату, да, да, в Америку да, уезжают да. тогда. Ну, то есть я вот смотрю, вы не привязаны ни к какому залу, даже я вот один раз Тагиевым разговаривал, Да. и когда он мне говорил, что мы тренируемся и там, мы Да. хотели продолжить совместный тренировочный Да, процесс, да, и мы здесь, там, тут, я тогда не понял, как так Да, везде. так вот. Я говорю, я за неделю прохожу 4-5 залов. За неделю. Удобно. Ну, я привык, уже даже не знаю. Ну, с другой стороны, да, вот постоянная смена обстановки. Да, она интересна. Вот сейчас некоторые ребята, перенимая американскую методологию тренировочного процесса, тренируются 2 дня, пашут, 1 день отдыхают. Ты слышал про это? Да, слышал, да. У вас как день, неделя проходит? 6 дней пошу, 1 день отдыхаю. Короче, по-советски, да? По-советски, да. Я привык с интерната, у нас в интернате так было. Ну да. У нас в понедельник, вторник 2 тренировки, среда 1, кросс, 4 пятница 2, суббота кросс и УФП. Я привык так тренироваться. Я делаю понедельник, вторник 2, среда там УФП, 4 пятница 2, суббота УФП. Я как-то привык и не хочу менять, мне идет так. Надо чувствовать свой организм, надо пробовать все. Если идет там 2-1, то делает 2-1. А если идет 1-2, то еще лучше. Ну да. То есть это зависит от того, Вот сейчас ты нацелен за океан уехать в какой-то там мировой промоушен, у тебя планы есть, может быть, какие-то переговоры ведешь. Не буду про это спрашивать, но, допустим, есть лига номер 1 UFC, где ну, мы все примиряемся к ней, да, там, смотрим на нее, равняемся, там, больше она медийная, популярная, там, бойцы, которые туда попадают, узнают практически весь мир. Да. В твоей весовой категории, в этой лиге, как ты себя бы чувствовал? Ну, ты зная, вот ты уже, у тебя уже нет тренера, который за тебя будет говорить, ты сам за себя знаешь, да, там? Ну, я уверен, что из этого я больше всего, наверное, хотел попасть в UFC, даже не из-за себя, там, а из-за того, чтобы доказать ребятам, ну, многим, что в них ничего нет такого. У них просто очень хорошие вот камеры, да, бывает же тоже, вот ты смотришь по телефону, снимая с плохого телефона, ну, да. в 2005 года, там 2 ребята дерутся, ничего не видишь, да, и там где-нибудь вот крутые камеры, там все, там каждый миллиметр видно, и кажется, что у них уровень высокий. Многие ребята приезжают на тренировки и говорят, ничего у них такого нет. Ну, я по технике вижу, что в них ничего такого нет, если честно. Во всех даже ребятах я уверен, что я могу с топами соревноваться. Из этого я, конечно, хотел бы в UFC. Сейчас можно сказать, я там выиграю того, скажут, о, куда, кто он там, в UFC дерется, куда UFC. Люди как думают, как с Раисовым было, да? Кто он, Раисов, кто он, почему? По медийности судят, не по силам, потому что люди обычно они не знают, кто как боксирует, кто как борется. Он медийный, он не медийный, значит, туда сильнее. Вот так люди считают. Макгрегор медийный, он всех побьет. Ну, потому что он там звезда же. Но это не всегда так. Есть такое. Приятно было с тобой поговорить. Очень о многом, я думаю, для себя многое что открыл, узнал. Итак, друзья, мы сегодня посмотрим, насколько сильно бьет самый сильный легковес нашей страны. Да? 411. Еще можешь слева. Не травмировал, нормально? Вроде нормально. Можешь слева, можешь справа попробовать. Да? 361. Вот эту энергию бы для в мирных целях. Вот отсюда один раз, давай, последняя попытка. Слева, да? Ну смотри, брат, смотри. Еще последний. Отсюда. 367. Нормальный удар для взрослого мужчины. У нас есть по традиции вообще есть такое обращение гостя к молодежи. Если есть какой-то совет, не только как тренироваться, а как жить в целом.
камера для тебя? Я хотел бы посоветовать, хотел бы обратиться к родителям. Вот, как мы сейчас обратились. Отдавайте детей в спорт не из-за того, чтобы они стали чемпионами, не из-за того, чтобы там, они там, собирали пояса, а из-за того, чтобы они могли защитить себя, свою семью. И спорт воспитывает не только силу, он воспитывает духовно, воспитывает отношение к старшим, воспитывает отношение ко всем людям. То есть сейчас мало спортсменов, которые матерятся, там, ведут себя некультурно, курят, пьют. Ты уже попадаешь в зал, и ты общаешься с теми ребятами, которые в зале. Вот. Отдавать детей в своих спорт, чтобы они выросли хорошими людьми. Рахмет. Итак, дорогие друзья, чтобы поддержать нас, таких бойцов, как Артем, заходите на наш канал, смотрите видео, нажимайте лайк, пишите комментарии. Всем ассаламу алейкум.